Вообще-то озером называть этот водоем слишком громко. У нас их ГЭП называют. Мелкие-мелкие озера в лесу. Или на лугу. Стал к кустам подходить. Как булькнуло. Что далеко ходить? Сюда и кинем. Вообще-то этот водоем озером называть как-то язык не поворачивается. Озеро Люлечка. Но караси должны быть, раз кто-то булькает. Так, ну что, понеслись по кочкам? Так, ну что, по закону Архимеда сначала чобот собираем. Пластиковым хомутом. Это будут боковые. Это сделаем вверх-вниз. Ну что, булькает около куста. Под куст и засунем. Какое-то любимое место. А даже интересно, кроме карасей тут кто-то есть или нет? Так, ну начало есть. Вот это у нас будет чобот. Крупноватую дырку сделал. Акула влезет. А может тут и есть они? Тут же много десятков лет никто не ловил. Так, это у меня корпус морды. Гымги. Так, ну что. Совмещаем. Это что? Чобот чуть больше получился? Ну да ладно. Хе-хе-хе. Так, а тут придется хитрить. Переделывать не будем. Переделывать лень. Почти правильно. Почти все правильно. Пойдет. В темноте за третий сорт. Морда готова, только, блин, склероз, мать его, за ногу. Забыл проволоку взять, чтобы держаться, можно было закинуть, вынуть. Вот жизнь бека. Ну что, у меня есть пластиковый хомут. И сейчас мы палочку возьмем какую-нибудь, где наша не пропадала. Валерий, ответь. Слушаю. Чего делаешь? Валяюсь. Загораю. Я морду собрал, вспомнил, что проволоку забыл, сейчас шест найду, а до кучи и пообедал. Ладно, хорошо. А грибы-то есть? Ну, в общем, то ли подберезок, то ли подосиновки, две штучки попались. А куст черемухи смотрел? До туда не дошел, заплутал. Все заросшее, по лугу трава какая-то по груди растет. Не дошел. Ясно. Все течет, все изменяется. Валерий, ответь. Слушаю. Ты от деревни бывшей далеко? А вот на Кронштадт подниматься дорога, я тут на подъеме сижу. На глазах что-то похожее на шест. Не видно? А, вон ты, я тебя вижу. Ты как-то практически на деревне лежал. Слушай, в этом озере должны караси какие-нибудь на худой конец быть. Посмотрим. Да. Я подошел, там от кустов, как, шарахнется какая-то рыба. Так что живность есть, осталось узнать, соблазняться ли на мою морду. А там глубоко, не знаешь? Не знаю. Вот шест возьму, до кучи и проверю. 1,5-2 метра, ну меньше, а глубже, что я литературу читал, не ловит. Да я относительно недалеко от берега. Он у меня 50 сантиметров, вот на 50 сантиметров я опущу. Это, по идее, на дно надо положить. А я на дно положу. Сверху, может, какую-нибудь сосну или еловую лапку кинуть, да. Костя за свой грунт брын кидает. Там у него глубина метр 20. И сверху лапник еловый пару штук кидает. При мне ветки кустарника срезал с листьями и закрывал. Я тоже хотел этими листьями прикрыть. Я говорю, что я подошел, там от кустарника как бабахнет рыба. Осталось закинуть. В воду лезть неохота. Сейчас шест попробую найти. Нам желательно сухостойно. По крайней мере, легче работать. Так, засохшая рябина. Если получше, покрасивее что-нибудь не найду, вернусь. Не прощаюсь.
стройный сосняк. Сейчас туда сходим. Так, ну давай нам какую-нибудь сухостойную небольшую. Желательно не глобально большую. Мишка покакал. Вот, ну, ходит, значит, где-то здесь. Ладно. Нам надо 6. Так, это гниловато. Опа-на. А потом увидел очень даже подходящий 6. Сухой, легкий и достаточно длинный. Так, ну, грибок, ладно, пока живи. Так, ладно. У добра добро не ищут. Тут зайди только в лес, все есть. Не будем терять время. Обкорнаем эту штуку. Ну и ладно. О, пойдет. Пойдет. Родной лес всем дарит. Сумеет только взять. Где нам выйти? Ага. Пойдет. Так, один хомутик. Выдержать, не выдержать. Ну, нам не жалко и по второй. Проверка. О! Так, он там около куста булька, туда дотянуться надо. Да. Жара. Обещали 27. Домой приеду, спрошу, сколько было. Когда отправлялся, времени не было посмотреть, карася-то какой запах привлекает. Залез в интернет. Ой, там 300 тысяч рекомендаций, что вместо приманки использовать на карася. И все супер, самые супер-супер. Ну, я понял, что жмых, в смысле семечки и хлеб. Самое то, что надо. В моем случае самое простое это хлеб. Ну, ты куда? Сопротивляется. За родину вперед. Так, не сорвешься? Нормально. Ни хрена себе. Видишь, какие волны пускать? Я туда и хочу пустить. Мне кажется, там щука это самое гуляет. Так, ну все. 12. Так, подождите, ребята. Сейчас мы вам подкинем. Ух ты! А щука в морду залазит вообще-то, а? Не знаю. Ну, в ручьи, да где-то там стоят, ловят. Ну что, полетели? Так, ну что, посмотрим окрестности. Ну, окрестности простые. Тайга, тайга, кругом тайга. Ну и немножко реки, болото. Интересно, что в нашей тайге встречается множество мелких водоемов. Еще интереснее, что там встречается и рыба. Йоди ты увидел. Йоди ты отсюда ниже Павашки, да? Да. 3 озера так-то. Малюсенькое озеро. Такое у нас называют ГЭП. Ну что вы, ребятки, я кидаю. А это летать будет, да? Да. Ну, благослови 300. Так, хлеб засунул. Поехали.
опустил. И сантиметров 5 еще вода выше. Для карасей пойдет. Пойдет. Так, ну что, полетал? Давай домой. Морда стоит. А тут даже дно видно, тут дно-то особо небольшое, не глубокое. И все. И, к слову сказать, я подлетал, дно видно и дно чистое, без коряк.